Парламентарии Коми рассмотрели госпрограмму по защите населения и территорий от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и профилактике терроризма и экстремизма. В этом году практически все показатели достигнуты, но шероховатости все же есть. Поставленные задачи по всем видам безопасности выполняют практически все региональные ведомства и местные органы власти. А потому обсуждение вышло за рамки одной программы и работы Комитета ГУ и ЧС. Ольга Коняева в деталях. Практически вся территория и жители под защитой противопожарной службы. Осталось охватить какие-то 0,5%. Немалая роль отводится добровольным пожарным, особенно в отдаленных селах. 240 из них в этом сезоне вышли на борьбу с огнем. Они же помогают в поисковых работах. Выявлены проблемы с обеспечением личного страхования добровольных пожарных. В связи с изменением правил ведения реестра добровольных пожарных и правил страхования добровольных пожарных из 20 муниципальных образований списки подлежащих страхованию поступили только от 5 муниципальных образований. По новым правилам страхования нужны персональные данные всех, кто в специальном реестре добровольных пожарных. Муниципалитеты информацию не довели. В итоге застраховано только 153 добровольца, а их в 10 раз больше. Глава МЧС по Коми Алексей Пархамович предлагает Комитету ГУ и ЧС самим координировать эту работу. А еще просит оснастить пожарные машины современным оборудованием. Средства на эти цели не предусмотрены, как и на обновление автопарка. Финансирование программы каждый год примерно одинаковое. Но в 2021-м сказалась оптимизация расходов регионального бюджета – минус 150 миллионов. У нас порядка 250 единиц техники. Вообще по состоянию техники, скажем так, автомобильной, давайте будем не про оборудование, а только про технику. В общем, состояние у нас, я хочу сказать, что нормальное. Но для того, чтобы просто понимать, 250 единиц техники есть, значит, какая-то из них постарше, да, какая-то помоложе, какая-то совсем новая. И та, которая постарше, она там через год, через 2, через 3 нужно рассчитывать на то, что она просто по срокам службы уже ее необходимо будет менять. Поэтому ежегодно необходимо нам как минимум 10-12 единиц новой техники закупать. Дальше средств будет больше за счет расходов на индексацию оплаты труда и строительства. В Подтыбке Карткировского района здание депо и пожарная часть в Печорском поселке Каджиром. Новое направление работы – создание пожарных водоемов. Отрадно, что это дело сдвинулось с мертвой точки, потому что у нас на округе, это Усинский и Усть-Илимский район, и особенно в Усть-Илимском районе, эта проблема очень-очень актуальна. Потому что на сегодняшний день потребность, в частности в Усть-Илимском районе, в установке пожарных водоемов – это 54. Проблема давняя. Комитет ГУ и ЧС предлагал даже разработать федеральную программу. Сейчас в регионе недостает 848 пожарных водоемов, за что поселения регулярно платят штрафы. Проблема будет решаться поэтапно. Пока 13 в поселениях, где пожарные водоемы – обязательное требование для работы новых ФАПов. 1 миллиард 28 миллионов рублей на эти цели необходимо. Наибольшая потребность в строительстве новых источников – это Усть-Куломский район, Сыктывдинский, Усть-Целемский, Сыктывкар, Сосногорск. Вот там больше всего необходимо строить. Примерно стоимость одного пожарного водоема, в зависимости от его размеров, я уже говорил, да, самый дешевый – это 1 миллион 700 тысяч. На 100 кубов там порядка 2,3 миллиона рублей. После трагедии в доме престарелых в Подъельске в республике работала отдельная программа по пожарной безопасности. С 2009 по 2013 годы объекты с круглосуточным и массовым пребыванием людей оснащали, в том числе автоматическими пожарными системами. Пришло время их обновить, отмечается на встрече. Система пожарной автоматики во многих уже, да не во многих, а можно сказать на 80% объектов уже морально устарела. И что силы противопожарной службы Республики Коми, что федеральные силы ежедневно выезжают минимум по 12-13 раз на ложное срабатывание данных автоматических систем. А некоторые учреждения, когда часто к ним приезжают и проверяют данные автоматические системы пожаротушения, отключают.
Должен быть комплексный, я думаю, план на уровне правительства и на контроле у заместителя председателя правительства, курирующий все социальные объекты, должен быть. Я думаю, что мы таким образом это, наверное, и запишем в наш протокол, потому что действительно выезжать каждый раз на сложное срабатывание – это дорогое удовольствие, да, и может стоить в том числе и жизни. Это направление работы других ведомств. Средства, к примеру, на частичную модернизацию систем 150 миллионов получит Министерство образования, как и на оборудование объектов по антитеррористической безопасности. В этой части депутатов насторожил главный показатель. Полностью защищенных объектов всего четверть. Но эта цифра отражает только 100% соответствие требованиям. Ежегодно они меняются. Постоянно приходится что-то обновлять, а в отдаленных селениях не всегда есть возможность их выполнить. За последние 3 года 385 миллионов было выделено только из республиканского бюджета на защиту. И почему мы не достигаем большего количества защищенности 100%? Тут правильно сказал Александр Александрович, что это разные факторы. У нас во многих муниципалитетах, особенно в удаленных, где есть образовательные организации, мы, допустим, по одному пункту не соответствуем. Это тревожная кнопка вызова. То есть кнопка тревожного вызова, она выводится на объект Росгвардии либо МВД. А у нас там нету отделения. И большинство организаций, они сразу не могут получить статус 100% защищенности. Ну и правильно говорит Александр Александрович, у нас критически незащищенных объектов в республике нет. Продолжается работа по устройству системы оповещения и информирования. Сейчас охват уже 97% жителей. Создан резервный фонд правительства Коми на случай ЧС и стихийных бедствий – 18 миллионов. В этом году за счет него восстановили автомобильный мост в Печорском поселке Талый и отремонтировали крыши жилых домов в Помоздино, пострадавшего от ураганного ветра. Отдельный пункт программы – безопасность на водных объектах. Муниципалитетам выделят субсидии на создание передвижных постов. Ольга Коняева, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.